Добрый вечер, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня 10 пятница. Скоро у моей мамы поминки. 7 лет, как она умерла. И во время пандемии не разрешают нам справлять поминки, скапливать людей. И поэтому не справлять, не помянуть я что-то не решаюсь. И только вечером я подумала, в день смерти, это будет 16 декабря, я поеду в мечеть, закажу молитву, отнесу хайер. А завтра суббота, я позову брата старшего, зять явына, Найля жеңені, за сестрой съездил быстренько. Да и дети придут. Накрою стол. Вот. Посидим. По-своему помолимся. Будем вспоминать своих родных. Не только маму, всех родственников, которые ушли от нас в иной мир. Сейчас я быстренько съездила в магазин. До этого я поставила тесто. Буду делать вакбалеш. Тесто мне замесил мой блендер. Очень удобно. Сейчас поставила месить на пироги тесто. Сейчас приготовлю я начинку для вакбалеша. Тесто уже сделала. Очень нежное получилось тесто. Поэтому все уже готово. Я сова. Поэтому я люблю ночью работать. Где-то до 12, до час, до 2 я что-то могу делать. Я люблю утром спать. Но с детьми не приходится спать. Да и живность. Тоже кушать хочется. Вот и все. А сколько надо было мне резать лук? А у меня уже лук готовый. Ой, плакать хочется. От лука. Не будем плакать. Все слезы уже выплакали. Сейчас мне заправить, тесто готово. Начинку сделаю. Мальчики мне помогут лепить. Сейчас поднимется у меня тесто на пироги. Пока я сделаю вакбалеш, у меня на пироги уже тесто будет готово. Буду пироги печь какие-нибудь. Я еще не совсем подумала, какими начинками буду я делать пирог. Но одно знаю, есть у меня яблочные повидло. Один пирог сделаю повидлом, а другой посмотрю. Есть смородина, клубника, еще что-нибудь. Конечно, можно было бы и следующую неделю делать, но к субботу нас пригласили, будут башмака забивать. Это значит теленка большого. У нас только можно по субботам вот так людей собирать. Многие работают, поэтому я решилась резко сегодня. Ну, можно было бы, конечно, мечеть отдать, там помолились бы, и все. Но
как-то на душе не то. Потому что привыкли каждый раз Коран делать дома. И как-то после Корана душа успокаивается, потому что в дом войдет молитва. И наши все ушедшие будут спать спокойно. Да, мамочка моя, очень мне ее не хватает. Давала советы, учила. Очень хорошей была мамой, бабушкой. Своим родственникам, сестрой. Она была самой старшей в семье. Вот уже все ушли в иной мир. Маме было 94 года, когда она померла. Она жила у меня 9 лет. Умерла у меня. Спи спокойно, моя мамочка. Сладких тебе снов, родная. Сейчас двоюродный брат ушел к ней. Вместе они, наверное, собирались. Но ничего не поделаешь. Все мы уходим, только не все сразу. Вы меня, мои хорошие, не теряйте. Поэтому я быстренько решила маленький ролик сделать. Сейчас у меня внук будет монтировать. Я буду готовиться с Владиком. Он тоже любит около меня вертеться, крутиться. Хоть получается, не получается, все равно. Ну и то хорошо. Зато я не одна. Пеку я еще сегодня хлеб. Вон поднимается. На хмелю. Начинка будет у меня ливер с фаршем, картошкой, лук. Приготовила я гуся и утку. И мясо, ребрышки. Очень люблю я ребры. Я всегда ребра покупаю для супа. Очень вкусно получается. Вытащила повидло. Сделаю салат из свежих овощей. Купила грибочки, что-нибудь сделаю. Купила конфеты. Второй салат сделаю у меня. Вкусный рецепт есть. Грудинкой. Второй салат у меня рецепт есть, я вам показала. Купила немножко фрукты. Гранат. Сделаю бутерброд. И все. На первое сделаю домашнюю лапшу. У меня уже лапша готова. Вот и все. Вот так. Посидим немножко. Кашу я не буду готовить. Не буду готовить как на Коран. Просто посидим, поедим. Будем вспоминать. И все. Молиться будут в мечети. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам самое главное здоровья, удачи. Много-много радостных дней. Чтобы вы никогда не горевали, не огорчались. Меня не теряйте. Всем пока-пока. До следующих встреч.